Привычной школьной партой. Сегодня у них по расписанию один урок – мужество, который проходит в войсковой части. Аскеш с детства мечтает стать военным, носить военную форму и жить по уставу. Возможность принять участие в такой акции он не мог упустить. Такой шанс выпадает не каждый день, говорит парень. После школы планирует поступить в военное училище. Отец рассказывал, как он армии служил. Вот 6 часов вставали на пробежку, их потом кормили. Вот это все мне очень нравилось. Всегда представлял, что я вот в военном положении вот тут. Стою в 6 часов за 15 секунд, там, я не знаю, нужно одеться, быстро встать в строй, на пробежку. Вот это все очень сильно мне нравилось. И вот с тех пор я сказал своим родителям, что вот хочу поступить в военное. Они не против, они наоборот поддержали меня. Такой же настрой практически у всех присутствующих здесь. В первую очередь ребятам показывают оружие. О тактико-технических характеристиках боеприпасов рассказывает инструктор. Здесь представлены автоматы Калашникова нескольких видов и не только. 40-миллилитровый гранатомет, масса его 6 килограмм. Если вместе с гранатой противотанковой 6 килограмм 300 грамм. Будущие защитники Отечества внимательно слушают и стараются запомнить все, чем примечателен каждый образец, ведь это пригодится им в будущем. Старшеклассникам также позволили ознакомиться с каждым экземпляром лично. Подержать в руках настоящие АК до сих пор многие из этих ребят только мечтали. Я автомат Калашников держу первый раз в руках, мне нравится очень. Превосходное оружие, если по мне сказать. Войсковая часть 64670 сформирована в конце февраля 1975 года. В 1993 году реорганизована в 291-ю артиллерийскую бригаду. Здесь для военнослужащих благоустроены одноэтажные казармы. Школьникам предоставили возможность посетить и их, посмотреть, как живут люди военные. Ребята, это класс самоподготовки. Здесь у нас проводятся занятия с военнослужащими. То есть здесь некоторые военнослужащие в определенное время пишут письма домой. Проводятся занятия как общественная государственная подготовка и многое другое. Экскурсию по казармам для ребят проводит командир отделения батареи наземных целей разведывательно-артиллерийского дивизиона. Михаил Егоров делится, что служба в армии всегда считалась школой взросления, пройти которую обязан каждый уважающий себя мужчина. На данный момент я провожу первый раз экскурсию. Мне интересно что-то рассказать, что-то показать, чтобы для них это было познавательно, потому что если они пойдут служить, то они хотя бы будут знать азы. Такой непривычный урок мужества проводят для старшеклассников 4 назрановских школ. Саид Магомед Наурузов на такой познавательной экскурсии впервые, но отлично знает, военное дело – это школа жизни. Мне очень понравилось. Я давно хотел узнать, как живут люди в таких условиях, чем они питаются, чем занимаются в свободное время, как встают, какое у них расписание. Есть такая профессия – Родину защищать. Под таким слоганом и проходит акция, которую организовали военный комиссариат и Минобррегиона. На такие занятия соберут школьников и из других районов республики. Мы им подробно объясняем, доводим до них привилегии военной службы, учебы в военных вузах, а также служба в вооруженных силах и служба по контракту. Понятно, что служить должны, каждый гражданин должен служить в вооруженных силах Российской Федерации. Наши дети это осознают, они нацелены, что служба это необходимо. Так как служили наши деды. Многие из ребят покидают войсковую часть с надеждой, что в скором времени они пополнят ряды военнослужащих. Юсуп Гельсханов, Адам Далаков, Новости 24.